Всем привет! Мы снова в Выльгарде. И за моей спиной шикарный дом. Мы его построили несколько лет назад. Сейчас нас пригласили, чтобы мы сделали утепление кровли. На ваших глазах я вам это все покажу. И вот мы уже на втором этаже. Здесь мы утепляем скаты кровли, ну и потолочную часть. Утеплитель мы применяем минерал ватный, Knauf. У него 0,45 плотность. Хочу обратить внимание, как он держится. Посмотрите. Такой самонесущий, да, то есть само себя удерживающий. То есть у него хорошая плотность, конкретно у него не сминаемый, слегка сминаемый, но не прогибается, видите, не провисает. Хорошо держит форму. И вот обращу внимание, как он. Он малопыльный, утеплит, но чуть-чуть. Выполняет функцию не просто утеплителя, но и шумоизоляции, что очень важно. Если когда какие-то протечки или, возможно, конденсат в него будет как-то проникать, у него идет защита от намокания, то есть очень долго будет выполнять свою функцию. То есть функция удержания тепла в доме и функция шумоизоляции. Нравится хороший утеплитель, нравится с ним работать. На ваших глазах мы видим, как уложен утеплитель. Плотненько, плотненько, плотненько. Распор здесь идет 15 сантиметров утепления между данными стропильными ногами, стойками. Здесь получается тоже 150 миллиметров туда уходит. Плюс здесь еще будет пятерка по углу. Вот это микрощели не запенены. Плюс еще пятерка по углу. То есть здесь уже будет 20 сантиметров. Но это не все. Потом кидаем еще брусок 50 на 50. И еще раз перекрываем всю эту крышу еще одним слоем в 5 сантиметров. То есть каждый стык вот такой будет перекрываться следующим матом. То есть мы этим закрываем какие-то микромостики холода. То есть каждый слой перекрывает предыдущий. Поэтому мостиков холода быть по определению не может. И последний еще четвертый слой перекроет сам утеплитель и перекроет сами стропильные ноги, что очень важно, ведь они тоже теплопроводны. Ведь вы утепляете здесь, но сама доска, она же тоже теплопроводная. То есть она же тоже промерзает. И ее перекрываем тоже матом. Нюанс. Тоже обратите внимание, как происходит процесс утепления. Везде ровный, четкий мат. Нигде там не из кусков, как знаете, как делают. Нет. Еще обращу внимание на важный нюанс. Вот такая тонкость, если посмотреть сверху, видите, доска. Обычно в стройке принято, что доска забивается вот так вот, на косую. И вот здесь утепляется. Мы делаем горизонтально. И получается в этом угловом соединении у нас 15 сантиметров плюс 15, 30 сантиметров утепления. Вот в самом углу у нас 30-ка, представляете? То есть это много. То есть вот само угловое соединение будет теплым. Очень важный нюанс. Мы раньше, в самом начале нашей строительной карьеры, да, то есть мы сначала делали так, но потом как-то с опытом нарабатываются свои фишечки, уже мы думаем, а как улучшить. И вот начали делать горизонтально именно потому, что в угловом соединении больше утеплителя. В основном промерзают угловые соединения. Если здесь утеплять легко, здесь легко, ложи не хочу, то все угловые соединения, здесь крыша простая, здесь нет слуховых окон, то все равно все угловые соединения, там это деликатные зоны, они чаще всего халатно подчас делаются, да, или с какими-то огрешностями, и там бывает продувания такие. Хочу отметить, мы весьма неожиданно приехали, да, с проверкой строительных работ, и вот Андрей, который профессионально выполняет строительные работы, как раз выполняет утепление. То есть воочию можно оценить качество. И люди будут довольны. То есть данный утеплитель же дальше будет закрываться пароизоляционной пленкой, потом пойдет обрешетка, потом пойдет чистовой материал. То есть в дальнейшем это уже не вскрыть. Потому что наши заказчики на протяжении многих-многих десятилетий будут эксплуатировать дом. Если мастер, да, делает работу не совсем профессионально, в дальнейшем через несколько десятков лет это скажется. Потому что утеплитель будет намокать, пиломатериал будет портиться, там будет все потом преть. Это видно не будет, потому что это под внутренней и наружной обшивкой. И через
там 10-15 лет люди уже узнают, когда все будет в плесени, когда все там будет подгнивать. Поэтому мы уделяем качеству особое внимание, такой трепет. Мы показываем вам воочию, как это все происходит, чтобы вы тоже оценивали и были спокойны и убеждены, что когда это все закроется, а вы этого не увидите, потому что мы сделаем настолько быстро, что вы это не увидите, чтобы были убеждены, что здесь все нормально. Вот так. Дорогие друзья, если вам необходимо построить дом вашей мечты, сделать внутреннюю или наружную отделку, смело обращайтесь. Ваша компания «Центр домостроения», город Сыктывкар, улица Советская, дом 8, офис 203. Наш телефон 8 912 868 47 48. Приходите. С радостью все расскажем, сделаем вам предварительный расчет. И будем рады, если выберете нас для строительства уже вашего дома мечты. Встречаемся на консультации. Пока-пока.